Острый дефицит электроэнергии Абхазия испытывает много лет. Чтобы экономить в осенне-зимний период, приходится вводить график веерных отключений, а часть дефицита покрывать за счет перетока из России. Чтобы выжить в непростых условиях зимой, предприимчивые граждане ищут разные пути. Традиционно устанавливают дизельные генераторы или используют автомобильные аккумуляторы. Также в период блэкаута в ходу энергосберегающие лампы на батарейках. В последнее время популярность набирают солнечные панели. Это далеко не новые технологии и не кадры из фильма о далеком будущем. Но до сих пор у обывателя вызывают большие сомнения их практичность, стоят ли они вложений. К примеру, сотрудники Сухумского физико-технического института установили солнечные панели в своих рабочих кабинетах еще лет 10 назад. Модули, хоть и устаревшие, но работают до сих пор. А в период отключения электричества здорово выручают, говорят они. Это удобно, надежно, но не всем по карману. В этом главный минус панелей. Панели бывают монокристаллические и поликристаллические панели. И состоят из 30 или 72 модулей. Модули вот эти вот отсеки вы видите. Для функционирования солнечной батареи нужны аккумулятор для накапливания так называемой зеленой энергии, устройство для передачи энергии от солнечной батареи к аккумулятору, инвертор для преобразования электричества. Тому, кто решил установить солнечные панели в доме, первым делом необходимо рассчитать мощность, которая покроет его потребности. Допустим, в квартире мы хотим смотреть телевизор, пользоваться компьютером. Да. Вот. Самое простейшее – рассчитать энергию, допустим, взять конвертер на 2 киловатта или на 3 киловатта. Они бывают разных типов. Вот. И берем также аккумуляторы накопительные. Вот. Чем больше аккумуляторов, тем дольше мы можем пользоваться без света, вот, и потреблять нашу прекрасную солнечную энергию. Дальше ставим инвертор. Опять же, зависит от нагрузки, которая у нас идет. 1,5 киловатта, 2, 3. И пользуемся. Само накопление вот этих вот модулей, она накапливается энергия и идет на аккумулятор. Соединены же все приборы: инвертор, конвектор, инвектор и аккумулятор. И здесь уже стабильно идет 220 вольт на конечном результате. Мы ставим аккумуляторы мощные, можно ставить 50 ампер, 70 ампер часов. То есть это накопитель, который накапливает энергию, да, и чем мощнее аккумулятор, тем дольше хватает. Но смотря сколько приборов и какое количество, какая мощность нужна. Уже расчет ведется, какой аккумулятор ты подсоединишь. Хочешь, можно дом. Можно просто компьютер подключить, холодильник, там телевизор. Бывают проблемы с электроэнергией у нас, отключает свет. Мы используем для срочной, допустим, документация какая-то или что надо распечатать нам. Мы пользуемся этим. Значит, эти панели можно использовать в офисах, в собственных квартирах, домах, дачах, везде. Даже в дождливую погоду они тоже накапливают. Солнечные батареи интересны в тех местах, где нет линий электропередач. Однако им требуется освещение и время для того, чтобы зарядиться. При этом бензиновый генератор сможет работать в любых условиях и моментально начинает вырабатывать электричество. Но за последние годы солнечные панели стали более легкими, мощными, компактными и несколько дешевле. В свое время разрабатывались здесь и солнечные батареи разрабатывают. Более того, это же кремний. Так вот, создание поликристаллического кремния и монокристаллов кремния разрабатывалось здесь по методу Чахральского. Вытягивались эти кристаллы. Затем эта технология была передана на российские, будем в Советском Союзе, на большие предприятия. Это тоже достаточно своеобразная технология. Уже в начале этого века, да, там в 8, 10, 12 годах, мы снова возвращались к этой теме и пытались заняться созданием солнечных панелей, вообще структуры этой, да, она там триплекс идет, специально защитная, подложка, токопроводящий слой. Но
произошло следующее. В мире резко упали цены на все эти изделия. Китай смог удешевить, и экономически не стало целесообразно заниматься нам этим. И мы, в общем-то, вернулись к нашим традиционным технологиям, я имею в виду термоэлектричество и термоэмиссию. Это как бы вкратце по поводу этого. Но вот, собственно, системами мы занялись, поскольку уже как бы более-менее разобрались, в чем это состоит. Мы вот купили эти две, которые вы видели, и они вот у нас уже 10 лет работают. Более того, я беру с собой их на Ладхару, когда езжу отдыхать, ставлю, и проблем нет с электричеством, по крайней мере, в тех объемах, которые там нужны. Гидроэнергетика и ветроэнергетика – все это возобновляемая зеленая энергия. В мире ее развивают с учетом географического положения, ландшафта и климата. По странам лидерство по вложениям в создание зеленой энергетики удерживает Китай. Абхазские ученые вплотную изучают перспективы зеленой энергии в республике. На слуху предложения по использованию энергии горных рек и речушек и восстановления 2 десятков малых ГЭС, построенных и успешно работавших в советские годы. Если смотреть на мировую практику, это уже во многих странах используется, там, где избыток солнечного света. Это уже давно используется, уже и специальное законодательство у них под это все подведено. Они и работают специально под это. Кто-то на этом и зарабатывает еще. Как можно ставить свою частную солнечную станцию небольшую и на этом зарабатывать. Но у нас пока этого нету. А так это все, конечно же, возможно, просто не к чему подвести. У нас электроэнергия как бы, она есть, но если я, допустим, буду использовать такую же мини-станцию из солнечных панелей, я не смогу ее продать, если у меня излишек будет. Потому что нет никаких договоренностей, законодательства нет. И опять же, нужна будет нам новая аппаратура, опять же, нужно будет это все подготовить, все совместить, рассказать, показать, чтобы люди знали, чтобы они это понимали, к чему это вообще нужно, для чего нужно и как этим пользоваться. Во время света, когда есть свет, я пользуюсь государственным светом. Когда его нет, у меня остается какое-то количество электроэнергии, которое я не использую. Допустим, мне нужно только телевизор посмотреть и все. И чтобы холодильник работал. Остальное мне девать некуда. И я могу это продавать государству, но на сегодняшний день пока этого нет. Так что переизбыток у кого-то, может быть, и остается. Просто девать некуда. То есть производитель это Китай, безусловно. Это вот Таиланд, это Китай. Пытаются произвести и в Турции, и в Европе, есть европейские аналоги. Но цена, качество на сегодняшний день и объемы, наверное, порядка 70% всего, что производится в мире, это производит Китай. Они же себе и устанавливают, они же являются лидерами по установке этих солнечных панелей. Но в один момент ситуация такая складывалась, что их произвели слишком много, и цена упала. В другой момент, наоборот, это такие полугодичные периоды, когда пошел большой спрос, и была нехватка, и производилось меньше. Ну, я все-таки склонен думать к тому, что эта ситуация устаканится, рынок, спрос рождает предложение, поэтому в этом плане как бы проблем купить, привезти оборудование, выбрать, и если там какие-то санкции, связанные сегодня с войной, это все вопрос времени, и мы также сможем привозить с Китая. Ну, допустим, рассматривать Китай, да, какие тенденции. Вот мы смотрели аналитику за несколько лет, и предсказания футурологов, это люди, которые предсказывают развитие там, на ближайшие 5-10 лет, да. Если они планировали, они предсказывали, что развитие солнечной энергетики, ее доля в мировой энергетике, она сейчас, там, допустим, составляет там, 20%, да, а планируют, что она будет там, через год плюс 5%, то на самом деле она через год плюс 10 дает. Даже вот эти прогнозы, которые прогнозируют аналитики, рост, который предполагается, он еще больше зашкаливает, еще больше дает результаты. То есть еще больше стран желают осваивать альтернативные источники энергетики. И поэтому мировая тенденция однозначно показывает, цифры показывают то, что сегодня только, наверное, слепой, глухой или не желающий человек просто, это глупо отворачиваться. Все прогрессивное человечество идет к тому, что они, как с целью диверсификации
не только именно солнечные панели, но обязательный элемент. И сегодня из альтернативных источников солнечные панели лидирующие. Там есть ветряные станции, там есть энергия волн мирового океана и морских волн, там еще есть другие, там, термальные какие-то там возможности. То есть, ну, из всех альтернативных источников солнечная однозначно лидирует, и тенденция говорит о том, что в ближайшие лет, десятки лет она будет в лидерах. В Абхазии есть организации, которые занимаются поставкой и установкой солнечных панелей и станций на территории республики. Ориентировочная стоимость одной станции на 10-12 киловатт без накопителя обойдется заказчику примерно в 300 тысяч рублей. Не каждый может себе позволить, но технологии развиваются. Стоимость станции снижается, а мощности ее увеличиваются, говорит представитель компании «Мой зеленый дом» Мераб Кистаури. Невысокий спрос на возобновляемые источники энергии со стороны населения напрямую зависит от осведомленности об установках. Правильнее было бы говорить о солнечной энергетике. Солнечные панели и все, что связано с солнечными станциями. Одно из основных предубеждений – это то, что стоимость панелей, стоимость электростанций, производящих электричество, солнечных панелей, она дорогая. Но, во-первых, недорогая, не дешевая, но и недорогая. Если конкретно говорить, то на среднюю семью, наверное, сегодня порядка 300 тысяч – это сумма, которую добрая часть Абхазии, жителей Абхазии могут позволить себе установить такую станцию. Вот. Во-вторых, основное касаемо стоимости, то, что, наверное, в экспоненциальной прогрессии сегодня стоимость дешевеет, а производящие мощности увеличиваются. То есть стоимость оборудования становится дешевле, а КПД или мощность, которую выдает та же самая станция, которая была год назад, она в разы она выдает больше. Это тоже позволяет говорить о том, что не так далеко то время, когда и дешеветь будет, и то есть, вопрос того, что дороговизна, оно теряет актуальность. Другое предубеждение, что это не экологично. Вот не зря же называют зеленая энергетика. Противники говорят о том, что на сегодняшний день утилизация использованной техники, использованного оборудования, это, во-первых, наверное, дорогостоящее, во-вторых, не экологично, выбросы в атмосферу. Но на самом деле любой человек, кто держал эту панель в руках, она состоит из алюминия, она состоит из кремния. И вопрос стоит не утилизация, а вопрос правильно поставить переработки. Перерабатывающие заводы уже есть. Тем более к тому времени, когда срок службы, а срок службы там от 25 лет и выше, и он увеличивается, к тому времени новые технологии для переработки уже не есть. Уже вопрос переработки не проблема. Но экологи бьют тревогу, что это не экологично. Но на самом деле вот аргумент вам на то, что это на самом деле никаких вопросов в этом плане не должно быть. Да, возможно, придется сотрудничать с какими-то перерабатывающими заводами, заключать договора, но, во-первых, это далеко, во-вторых, это вполне реально. И переработка, она даже не затратная, наоборот, какую-то часть с этих денег еще можно, и алюминий не дешевый, кремний тоже не дешевый, это все можно вторично использовать в переработке и также производить новые панели. Другое предубеждение, что занимает большие площади. Не маленькие площади, и здесь тенденция тоже такая, что если 2 квадратных метра год назад производила 250 ватт, то сейчас площадь 2 квадрата производит полкиловатта. И все это за 1,5-2 года. То есть увеличилась. Площадь осталась та же самая, а мощность, которую одна и та же панель выдает, увеличивается. То есть покрывать площади для того, чтобы если брать из расчета на одну семью на 5 киловатт, если это нужно было бы 50 квадратных метров, то сейчас это нужно будет 25 квадратных метров. То есть площади, да, мы не такая большая страна, у нас нет свободных площадей, свободных земель, но давайте исходить из того, что покроем пока то, что есть. И если посчитать, то этого уже нам хватит для того, чтобы выйти из кризиса. В Сухумском физико-техническом институте есть целый отдел, который занимается исследованием возможностей использования возобновляемых источников энергии в республике.
Касаемо солнечной энергетики, заместитель директора СФТИ по научной работе Борис Лазба считает, что в Абхазии она сможет решать локальные задачи. В государственном масштабе о ее развитии говорить пока рано. Пока для нас солнечная энергетика может быть лишь вспомогательной. Почему? Потому что уже достаточно серьезные вложения. В частности, примеры государств, которые являются лидерами в этой области, это Китай, Америка, Соединенные Штаты Америки, Германия та же. Они давно этим занимаются, и там достаточно крупные вложения. В частности, Германия, там была программа субсидирования, то есть оплаты разницы в цене обычного электричества и солнечной энергии. Мы, конечно, об этом пока говорить не можем, можем только мечтать. Но если говорить о варианте, который может помочь отдельным хозяйствам, отдельным предприятиям, конечно, здесь имеет смысл эту тему развивать. Мы все-таки южная страна, и солнечная энергия, солнечная активность достаточно высокая, у нас много солнечных дней в году, все это знают, сейчас не будем об этом говорить, о известных истинах. Я не открою, наверное, тайну, если скажу, что в Абхазии уже, если не многие, то достаточно значительное количество людей приобретают литиевые аккумуляторы и всю необходимую, скажем, периферию для того, чтобы запасать электроэнергию. К сожалению, они запасают эту электроэнергию из сети. То есть экономии электроэнергии не получается. Стоит аккумулятор, стоит инвертор, стоит зарядное устройство, свет выключили, соответственно, включается питание от аккумулятора, там несколько часов оно поддерживает необходимое жизнеобеспечение. Также, вы знаете, есть большое количество, сейчас продаются аккумуляторные лампочки. Да, очень удобная вещь, вкручивается. Пока свет есть, лампочка также заряжается, свет выключился, она работает, обеспечивает, по крайней мере, освещение. Если мы говорим о солнечной энергетике, то она немыслима без солнечной панели. То есть должна быть система, которая накопляет электроэнергию от солнца, далее передается на накопитель через зарядное устройство, и затем при необходимости или тут же сразу используется уже 220 вольт через инвертор. Было бы очень хорошо технически, если бы осуществить следующее, потому что зарядное устройство, аккумулятор, да, особенно аккумуляторы, дорогая вещь, если бы можно было вообще на всех крышах расположить солнечные батареи, дальше инвертор, и в дневное время пользоваться солнечной энергией. Для этого нужны стабилизаторы и так далее, поскольку инвертору необходимо все-таки стабильное напряжение. Допустим, если 12 вольт, значит 12 вольт или около этого, для того, чтобы он работал более-менее стабильно. Тут есть некоторая техническая проблема, я думаю, в принципе, ее можно решать. Но проблема экономическая. Да, в условиях, когда у нас, конечно, поднялась цена на электричество, уже для нас она как бы кусается вроде, но если сравнивать с мировыми ценами, это пока еще далеко не, даже не середина. Да, я помню, 10 лет назад был в Греции, тогда там электроэнергия стоила порядка 8 рублей на наши деньги, киловатт-час. У нас тогда были 40 копеек. Да? Поэтому вот сравнение. Да, сейчас у нас рубль 60, там для предприятий 2,60. При нашей покупательной способности это уже так становится накладно, конечно, но если сравнивать с мировыми ценами, даже с ценой в России, это 2, 3, 4 раза меньше. Понятно, что в этих условиях энергетика развиваться не будет. Что у нас остается? Административные меры. Не люблю, не верю. Но пока другого у нас нет. В компании «Мой зеленый дом» убеждены, за солнечной энергетикой будущее. Система солнечных батарей может снизить потребление электроэнергии, а при условии принятия закона о так называемом зеленом тарифе сделать систему доступной для большинства граждан и способна даже приносить прибыль домовладельцу. Это когда система производит больше электроэнергии, чем потребляет дом, а излишки отправляются в общую сеть.
Зарубежные страны демонстрируют успешность подобного опыта. Основные положения этого закона – это стимулирование граждан и бизнеса устанавливать солнечные панели. Если на сегодняшний день наши клиенты устанавливают солнечные станции, и излишки они просто отдают в сеть, даже не задумываются о том, что в других странах за это можно получать деньги, и как раз вот вопрос актуальности того, что окупаемость, она как раз и вот в их условиях уже возникнет, да, то сегодня этого закона нету. А в других странах, ну, во всех странах цена выкупаемого киловатта, она выше, чем коммерческая цена. То есть государство еще добавляет цену к коммерческой цене, плюсом еще там 10-15%, чтобы стимулировать граждан. В парламенте проходили слушания на тему перспектив развития солнечной энергетики. Бывший глава Черноморэнерго, ныне депутат парламента Резу Зантария, скептически оценивает идею развития солнечной энергетики в масштабах всей Абхазии. Развитием солнечной энергетики проблему не решить, считает он. Главный аргумент – цена вопроса. При этом нельзя отрицать, что это удобно там, где нет линий электропередачи. Сегодня в мире транслируется очень много разных вариантов использования ресурса так бы энергетики в преобразовании его в электроэнергию. Одним из таких методов является преобразование солнечной энергии в энергию электричества. Приблизительно, если говорить, что такое зеленая энергетика, я ее считаю, как мое мнение, это дорогая энергетика. Это очень дорого, и коэффициент полезного действия этих установок, которые сегодня в мире применяются, он не превышает и 22%. Он очень низкий. Естественно, он очень низкий, но объем капиталовложений, которые требует энергетика, именно возобновляемый источник электроэнергетики, солнечный мы сейчас говорим, оно достаточно высокое, пока высокое. Есть надежда, что она будет дешеветь, но в настоящее время ее КПД равен 22%. Ну, поможет ли нам сегодня солнечная энергия, электроэнергия? Ну, 100% не поможет. Какие-то локальные вещи закроет. Обычно солнечную электроэнергетику сегодня по опыту, по аналогии других стран применяют там, где нет других источников электроэнергии, где нет возможности проводов, гидростанций, теплостанций. Так происходит в Российской Федерации, то, что я хорошо знаю, и в европейской части тоже. Там, где сегодня в европейской части оно принудительно, не принудительно, оно законодательно сегодня принято, и что их эти приемники установили, да, солнечные так называемые батареи установили на территориях и продают электроэнергию в общую энергосистему, это затратно. Одна панель плюс ее размеры, там, если память не изменяет, 50 сантиметров и 60 на метр 20. Она выдает всего 0,8, 0,5. 50-500 ватт, то есть меньше, чем киловатт, наполовину меньше, чем киловатт, для того, чтобы было понятно. И то выдает, пока солнце есть и хорошая погода. Когда пасмурно, она дает еще меньше, в час. Же есть аккумулятор. Не-не. Он же Подожди, аккумулирует. а в аккумулятор же надо что-то подать, он же должен в аккумулятор зарядить, а вы с аккумулятора берете. А если вы возьмете больше, аккумулятор сядет, что же вы будете брать-то? То есть, если вы сможете содержать дом на 0,5 ватт днем, а ночью быть без света, это так. Я бы рекомендовал, допустим, когда у нас отключение происходит, там днем ваша батарея, если у кого-то есть возможности купить такое, он стоит 0,5, стоит 23 тысячи, плюс там где-то 16 тысяч стоит сам выпрямитель, инвектор, и поставить у себя, ну это, наверное, вот так сказать, вам поможет там, в ночное время часа 2-3 на лампочках, 2-3 лампочках дома держать освещение. Вот приблизительно так. Хотя вы это можете сделать и наоборот, просто аккумуляторы держать, с общей энергосистемой зарядить аккумуляторы, а потом пользоваться им на ночное время, так как, слава богу, сегодня есть самая маленькая, там 10 ватт потребления в час, энергоемкость там 60. Некоторые задают вопрос: срок службы, срок окупаемости. Ну, окупаемость, во-первых, в наших условиях вообще я бы сказал, что у нас просто другой альтернативы нету. Сегодня наши клиенты, кто ставят панели, они не задаются этим вопросом, потому что, в принципе, нелогично спрашивать. Им у нас, да, им просто закрыть дырку, закрыть то, чтобы отключения, которые сегодня есть веерные, чтобы их не было. Это семьи, которые могут себе позволить, и они не задаются вопросом окупаемости. Конечно, вопрос очень актуальный, очень нужен. Но в этой связи как раз закон о зеленом тарифе, который мы рекомендуем принять нашему государству, он позволит
уже говорить о таком словосочетании, как окупаемость оборудования. И здесь, конечно, важный момент – это цена тарифа. На сегодняшний день тариф за электроэнергию у нас неоправданно дешевый. Не хотелось бы, конечно, поднимать цены на электричество, но это неизбежный момент. Мы и цену маленькую, у нас цена недорогая, и еще и собираемость очень слабая. Поэтому это первое, что нужно делать нашему государству. Хотят они принимать альтернативные какие-то источники энергетики, или, в принципе, какие бы у них ни были планы там, развития и добавления производящих мощностей, в любом случае цена должна быть адекватная, а она должна быть выше. И обязательно нужно говорить о том, чтобы собираемость увеличить. У нас же монополия на электроэнергию. У нас нет закона. Допустим, я поставил батарею и хочу продавать электричество государству. Нет у нас такой возможности. Нет. Понимаете, это все недостатки нашего законодательства. Плюс к недостаткам экономической эффективности. Да, вот это все надо продумывать, вот это все надо делать. Это вполне реально продавать излишки. Вполне реально, по крайней мере, себя обеспечивать, да, реально. А если в данный момент мне не надо, значит, перекачивать электроэнергию в сеть. Для этого нужны также, конечно, соответствующие технические компетенции, да. Все это надо делать, если мы хотим серьезно заниматься. Но у нас при нашей маленькой стране мы все-таки заражены такой гигантоманией, да? Вот у нас все должно быть монопольно. Вот электроэнергия, вот все монопольно. И все вот это вместе одним махом решать. Значит, еще что-то тоже желательно, чтобы было монопольно. Ну, не везде, где-то, возможно, нужна монополия, но где-то надо, чтобы было немножечко все-таки более рыночная ситуация. Недавно была встреча у нас на эту тему в парламенте, мы долго обсуждали. Но что имеется в виду? Принять закон? Нет, речь не идет о принятии закона, это самое легкое. Важно, чтобы деньги найти под этот закон. Ведь она дорогая, как я ранее сказал, ее надо выкупать. Выкупать у кого? У потребителя. Самостоятельно сегодня наш потребитель, имея общесистемную электроэнергию, будем говорить ее с генерацией при рублях, при стоимости электроэнергии, даже рубль, даже 2 рубля, да, я не поставлю солнечный приемник, потому что он мне обойдется очень дорого. Цена этой электроэнергии будет равняться 11-12 рублей. Это очень дорого. Если наша цена будет электроэнергии сегодня, системная электроэнергия будет равна 12 рублей, тогда потребитель пойдет и будет искать возможность сегодня удешевления своей электроэнергии, которую он получает путем солнечной. Хотя ее надежность считается слабой. Мы же слабо зависим от Солнца, мы же не понимаем ее прогноза. Будет всегда, не будет всегда. Будет, он же зависит от интенсивности солнечного света. Вот как оно зависит. И тут много что можно говорить, но применительно сегодня в Абхазии я бы там рекомендовал ее, допустим, в горах, где нет электроэнергии, невозможности поставить их в летний период. Он даже поможет там содержать, если это правильно собрать ее через систему аккумуляторов, то он сможет содержать там холодильник, заряжать батарею, свет. Сегодня энергосберегающие лампочки берут очень мало электроэнергии, и я думаю, что этому будет, вот там есть у нее перспектива. С точки зрения перспективы нашего, здесь системно ее применить, то сегодня нет таких возможностей у государства, потому что это все нужно компенсировать с бюджета. Других возможностей ее компенсации нет. Имеется в виду, деньги выделяют под зеленую энергетику для того, чтобы уйти от других источников, которые загрязняют сегодня природу. Почему они себе такое позволяют? Потому что у них есть деньги. И они говорят, мы уйдем. Но и у них тарифы, посмотрите, какие. Их требования, посмотрите, какие. У них тариф с 16 до 18 рублей доходит. До 20 рублей тариф доходит. Если мы сегодня переведем немецкую энергетику или там европейскую энергетику, там очень дорогие. И в этом тарифе сидит та самая зеленая энергетика в объеме его установок. А в нашем тарифе, если мы сейчас посадим 12 рублей, то вы представляете, куда это разойдется? И мы сразу одни возмущения будут. Одной из причин энергокризиса в Абхазии специалисты называют отсутствие альтернативного источника отопления. Солнечная тепловая энергия в помощь, говорят эксперты. Экономить электроэнергию нужно не за счет населения, а за счет новых технологий. Говоря о солнечной энергетике, не надо останавливаться только на электричестве. Да? Есть еще водогрейные батареи, которые могут быть даже более эффективны в части нагрева воды. Мы же электроэнергию тратим на все. Мы и свет, и наши телевизоры, и холодильники, и компьютеры,
и нагрев воды, и обогрев помещений, и готовка еды. Все на этом. Да, частично там газом где-то восполняем. Конечно, если бы у нас был природный газ, проблема нехватки электроэнергии во многом снизилась бы. Но пока об этом только мечтаем. Газификация это тоже Пока об дорогое этом только удовольствие. мечтаем. Поэтому вторая тема – это водогрейные панели, которые бы давали теплую воду и в какой-то мере обогревали бы тоже там дом. У нас у многих есть теплые полы на горячей воде. Да? И третье используем так называемые концентраторы. Особенно в Испании это вот, то есть делается вогнутое зеркало. Да? Многие помнят, с помощью увеличительного стекла выжигают на дереве. Там, да? Вот концентрируется в точку со всей этой площади солнечная энергия, и на этой точке там находится некая емкость с жидкостью. Это может быть вода, а может быть и что-то другое, да? Которая далее поступает на турбины, вращает горячая вода и вырабатывается электроэнергия. То есть вот несколько направлений для использования солнечной энергии. Теперь ветровая, солнечная, гидроэнергетика. Да? Все же зависит от погоды. В этом году у нас сухое лето, мало дождей. Понятно, что наполнение водохранилища на Ингургэс несколько затруднено. Но зато сколько было солнечной энергии. Если бы у нас адекватные мощности солнечной энергии были бы, примерно можно сказать так, площадь около 3 на 3 километра, если была бы солнечные панели, это примерно адекватно Ингургэс. То есть вот, да, но вы понимаете, какие объемы и какие объемы вложений. Я не могу сказать, что те же перепадные наши, которые там, я думаю, там меньше понадобилось бы денег, чем, конечно, делать это. Но главный препон – это, конечно, стоимость. Стоимость электричества пока не побуждает людей все-таки вот строить для себя такие мини-электростанции. Одно дело электрические панели, которые производят электричество, киловатты дают, а есть еще система, которая с помощью того же солнечной энергии, она дает возможность сэкономить на том, что мы не тратим электричество на обогрев полов, на обогрев помещения, на обогрев воды. Это существенно, это минимум 20% всей потребляемой электроэнергии сегодня в Абхазии уходит именно на это. Я не буду говорить, насколько это неэффективно сегодня, там очень много моментов, которые тоже стоило бы без больших вложений сегодня экономить на этом. Мераб Кистаури убежден, программы поощрения могут сделать установку солнечных панелей выгодной для тех, кто вводит в эксплуатацию туристические объекты, что ощутимо сэкономит электричество в сети. У нас очень много сегодня новых гостиниц, которые строятся, новые дома, частники, которые пытаются подключиться к общей сети, и у государства нет нехватка электроэнергии производящей. И в законе мы бы хотели, чтобы новые объекты, которые вводятся в эксплуатацию, которые стоят в очереди для получения квот, из запрашиваемых 100 киловатт 20%, 20 киловатт они бы установили бы солнечные панели, и тем самым получили бы квоту на необходимые 80 киловатт. Если им нужно 100 киловатт, 20 поставьте солнечными панелями, 80 государство вам даст. Если бы мы могли принять, например, закон, все новостроящиеся домовладения и дома, да, жилье или промышленные объекты, чтобы на крышах располагались солнечные батареи, да, солнечные панели. Относительно стоимости зданий это будет несколько процентов, а то и меньше. Я думаю, это могло бы иметь определенное влияние именно экономии электроэнергии, допустим, Ингургэс. Да? То есть в дневное время солнечные панели какую-то часть энергии восполняли бы, мы меньше тратили бы ресурс Ингургэс, соответственно, в ночное время, ну и зимнее, когда меньше солнечной энергии, у нас получилась бы определенная экономия, которую бы меньше пришлось бы, по крайней мере, покупать российского электричества. Да? И если бы у нас было бы, с одной стороны, гидроэнергетика, с другой стороны, адекватно, да, по объему солнечная энергетика, то, я думаю, наши проблемы
во многом бы, во всяком случае, снабжение электроэнергией во многом были бы решены. Хотя, конечно, кардинальный путь на сегодняшний день, если говорить о экономической целесообразности, это все-таки газ. Я думаю, и эта тема на слуху, о ней говорится, и вы, наверное, все слышали, что необходимо получить природный газ и, может быть, даже генерировать электричество. Здесь все тоже будет упираться в тариф. Он не будет ниже. Это упирается в тариф, это упирается в экологию, ну и так далее, и так далее. Солнечная энергетика экологически чистая в производстве энергии, но в производстве солнечных батарей и в их утилизации она тоже не очень экологична, там достаточно вредные производства. Это, во-первых, государственная проблема. Одно дело коммерческая сторона, где можно зарабатывать, можно там говорить там, много-мало, но все мы граждане, и у всех у нас есть дети, и мы все страдаем. Мы себе поставим, да, но все равно мы не перекроем школы, мы не перекроем детские сады, мы там другие социальные объекты, которые нужно решать. И самое главное, это не такие нерешаемые вопросы, не такие нерешаемые проблемы. Почему-то все-таки вот эти стереотипы надо ломать, а на сегодняшний день, в принципе, мир меняется настолько, что нужно все шаблоны ломать. Просто сегодня от политического устройства до каких-то экономических схем везде разрыв шаблонов происходит. И нам тоже в мышлении нужно понять, что не надо стандартно думать. Солнечные панели – это та тема, которая быстро нам поможет выйти из кризиса. То есть если строить ТЭЦ нужно года, если строить гидроэлектростанцию нужно миллиарды и года, то здесь не нужны миллиарды, и здесь в районе полугода мы уже можем показать существенно. Мы еще не выйдем из кризиса, конечно, однозначно. Там нужно слишком много станций, чтобы выйти из кризиса. Но мы уже почувствуем, если было 6 часов отключения, то уже будет 2 часа отключения. И нам деньги, которые за переток мы отдаем России, то эти деньги нужно, наоборот, вкладывать, не отдавать, который один раз отдал, и они ушли. Они вложили, и уже работает постоянно эта панель. Это твоя панель, которая производит 25 лет минимум. И вы должны понимать, что все равно мы к этому будем идти, все равно мы к этому придем. Вы знаете, у нас люди достаточно деятельные. Мы так думаем, что у нас вроде тишина. Очень деятельные и креативные люди. Они находят все, что передовое. Все в интернете, все смотрят. Он узнал, что где-то есть, поехал, купил и поставил. Не спрашивая в СВТИ, не спрашивая в государство, никого, ни Черноморэнерго. Он свои вопросы сам решает. И это, конечно, очень хорошо, потому что мы всегда как бы открыты для новшеств. Пока обычных потребителей отпугивают цены на солнечные модули, и они приобретают привычные источники генерации. Но очевидно, что развитие альтернативных источников энергии уже не за горами. Это вопрос времени.